Znaktelik eşitem. Na telekanalay fir informasyon ravakt abun. Studiye Xurit Batraz. سمع كوروnavirus infekcji Respublike تنقدر ما برا خطوة ويتخي استرسدست كورد مازلت. دوه كوريام غدمة كارانتينست آخر دون وقدت. سانيتارون epidemiologun служба فزخست سمع ماسوم مازلت موازوی. اپیدمیولوگون واور تفکر زرکن نقطاک سیراج در باستول سمی ویروس نوجی در ما پراخاتوام و مگس کباتت تگون در سدی سر ماگون دا گومین سمی والنر ما دوه گریم غدمه پاتسا خادون واقدت بسکست تیسری بارگون در سو خیستر کار آدم انقل ساسل گومکتا اما انوس ویروسی در ینانی زیناد انبالون واقل کمن نو آخمتم. Чтобы разобщить больных от здоровых, чтобы дать возможность, если кто-то инфицированный, чтобы он был дома, и если там проявятся вот эти клинические признаки, он дополнительно не распространял инфекцию, и у нас не появлялись вновь зараженные люди, лица. Поэтому я очень прошу отнестись ко всем вот этим мерам очень серьезно, ответственно. Сегодня от каждого из нас, насколько мы будем социально дисциплинированными и социально ответственными, от этого зависит, как в дальнейшем будет развиваться ситуация по коронавирусной инфекции, по гриппу и ОРВИ. سیراکسانی دارون دخترن خستم گسکن رونگ واقدر تدیس اخسامین باسکار نادونگ فستاق خط سکتم گسکرن چندون کمن خوز کنن زودون است آل کار آدم و مسیح سنیس کدف زنگ تا آفتا آستاق کار آدم مکتدر. Сейчас идет наслоение, значит, вот этих инфекций, и, конечно же, в таком периоде мы находимся впервые, когда к нашему гриппу и ОРВИ уже присоединилась новая инфекция, которая нас будоражит уже на протяжении 9-10 месяцев. Значит, на сегодняшний день у нас выявлено 247 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19. У нас увеличивается количество вновь выявленных. И если посмотреть статистику, вот структуру заболевания, то у нас, значит, следующие цифры. От 0 до 17 лет у нас заболело в эпидпроцесс вовлечены 12% детей, от 18 до 35 лет у нас в эпидпроцесс вовлечены 21% наших граждан, от 36 до 65 лет у нас вовлечены 49%, и свыше 65 лет у нас в эпидпроцесс вовлечены 18%. Если вот проанализировать вот эти сухие цифры, то мы видим, что в основном болеет активная часть нашего общества. کوستمارینا ما کدبانوسان کو تافتمای سنیدارون служба فزخس سمی رستگمه چنزخ سفته زیان فنکته امندر مازلتا آدم کنوی کدگننی سافته قطر آدم ارخونگم. Отдельным вопросом идут свадьбы и похороны. Конечно же, это места массового скопления людей, и тоже есть большой риск инфицирования. Пока что мы рекомендуем воздержаться вот от этих мероприятий. Это я сейчас говорю про торжественные и свадебные мероприятия. Да? Ну и, конечно же, обратиться к тем людям, вот, в чей дом пришла трагедия, чтобы все-таки по возможности меньшее количество людей приглашать и в таком, скажем так, ограниченном количестве проводить вот эти траурные мероприятия. Пока что это мы делаем в форме рекомендаций. یولتنگ در سخی قومقا خنو ریسک زونما چی خواه ودون تخی در ایسا و سواور تسم فقط در کنن تخی مازلتا اما سکودا خست کنزسته ومی کنگاو یومیاک اپیدمیولوگون واور پلیتیانا کوکویت الکساندر اینفارماتسور رواخت آبون.
Sarmagund rejime kostmarachast goren hazardar, alsa medicinu wagdune kurfigusin kutu afteme se paciente alsa nizey nishi ferenchen, falawattaruma ana kesketsa teste baqo derestaja anbalu medicinu nakhas bokenma. Республикай горан хазардар рахас сармагонд косты режиме. Сылгуймакты консультации доктор танқалса сылгуймактиме кусенс дистанционна. Ума дар цафай. Цамай бира адам камиса хамраттан масауи эма сахи коронавирусай бахизуй. Конечно, меры предприняты, потому что мы работаем в режиме карантина, в режиме повышенной, можно сказать, боевой готовности, потому что женская консультация практически перешла на онлайн-консультации беременных. То есть мы максимально ограничиваем приход беременных в медицинское учреждение. То есть по возможности все беременные консультируются со своими врачами по телефону. Конечно, на сдачу очередных анализов они приходят, но уже результаты анализов и дальнейшее лечение по анализам врачи им уже говорят по телефону, чтобы, конечно, мы стараемся, даже те беременные редкие, которые все-таки приходят, обязательно у них масочный режим, у нас есть санитайзер обязательно при заходе в женскую консультацию, пока говорю про амбулаторную службу. И, естественно, обязательно они рассредотачиваются, пациенты, если сидят они в кабинете у врача. سناقات تامیلان خستم گس که آبونونگ نمافیدن مته کرونا نیچی فرنچن همان نکس که گران خزارا را سرس دبت و ورت در سمای سایشی کرونا کو فرنچن و دای این پاسین تخسنه آخی سنکنوی. У нас есть вот этот изолятор, куда, естественно, и мы, врачи, и весь персонал будут заходить полностью экипированные и таким образом с ней общаться, пока мы полностью не узнаем, есть этот диагноз у нее или нет. А если она здоровая, нормальная, то, естественно, роды и вся экстренная помощь, она оказывается в обычном режиме. Доктор Тенахастам Гаска Абунунг Барагнау Ангалса Гоймактал Ниско Бондовзен Ой. Доказательств того, что ковид передается от матери к ребенку, нет. То есть, как правило, вот это называется вертикальный путь передачи, его пока он нигде не зафиксирован. То есть мать не передает ребенку ковид, если она сама больная. Но если вдруг у матери подтвердился ковид, у нее подтвердился, она родила новорожденного младенца, мать находится в маске с ребенком и кормит его грудью. То есть там нет изоляции ребенка, то есть не изолирует ребенка от матери. Гуран хазар ифтунгу анаманка хустай сакоста ницы залахтуртайс. Именно для лечения все, что надо пациентам, наши препараты, да, они есть. Но у нас, конечно, бывают такие моменты, что, допустим, беременность и тяжелая другая патология, там может быть головная патология неврологическая, может быть сердечная патология, может быть почечная патология. То есть есть какие-то специфические препараты, которые как бы не предусмотрены, чтобы они находились именно в родильном доме. То есть в перечень лекарств, которые мы заказываем, мы эти препараты не вписываем, потому что мы все-таки вписываем именно наши профильные препараты. И когда, конечно, допустим, беременная, плюс еще у нее своя экстрагенитальная патология, она свои препараты, конечно, приносит сама. Нридаган доктор Тайсал дар Фаренчен Гуран Хазар Кусар мастер Арта доктором Магаскаса Костфазендар фала Иодай Магдара Нагустар Набоззе. Очень много персонала, который у нас у самих заболело, врачей, поэтому практически сейчас у нас работают 3 врача, что, конечно, очень мало на весь родильный дом, поэтому нагрузка на врачей и на персонал очень большая. Сейчас в отделении патологии лежит 10 беременных, в послеродовом отделении у нас 6 человек, то есть 6 родильниц. Мы стараемся, да, кстати, такой момент, мы стараемся по возможности быстрее выписывать. То есть если мы видим уже положительную динамику и мы видим, что практически какую-то часть лечения она может произвести дома амбулаторно, то мы основной момент мы проводим лечение, когда мы уже видим, что все уже практически все хорошо, то мы ее можем, и она уже не нуждается, то есть она это может докончить в домашних условиях, то мы стараемся все-таки выписать, чтобы все-таки в медицинском учреждении не было скученности и чтобы не было большого количества все-таки пациентов.
تساق نیز فستیج تست و زاو ارگو متکی زغنه قبه و دایتنگ در قمق قانوی سخی ریسپوبلیکای سیرا گینیکولوگ سناقوت تامیلا سید سمای گنن وفگی سخی باخیزوی آدم تگرت کمستا خمرت تمات سوی فل در تیزگو کنوی سخدگ والدفمم اما در تزف لوی کرادزیمم. Сидеть дома не советую, потому что все-таки беременная должна гулять, должна дышать свежим воздухом, ребенок должен получать кислород. Конечно, ей надо гулять, пусть она выходит, гуляет где-нибудь в парке, дышит воздухом, соблюдает 2 метра дистанции со всеми, но хотя бы 15-20 минут прогулки и свежего воздуха ей очень необходимо. Костазарина Техтеджони, информацию Равахт Абон. Koronavirüs pandemija xusese zerge و verfestigen sermagund rejime kusens rajon të tagdechse stanset der. Barek fafel dereste znavre rajone medicinum kushetem e khosme bazurën e der. رایون تاغد خوزستان سمت سرجتا اربازورنس ارول بوندر کووید-19 infekcija تساق که ویت خی تاغد خوز بریگاد رنچن تم آتسا و سرما گوند دارست سمای سخی در باقا قنوی زناور رایون رنچن دون سیراک دختر کوس سرخ زونه یخستین رستگ مخست کن یخدی و گبیلا داوبی وینن کدرازر تاو مگس که زناور رایون در فزند کوروناویروس رنچن تا سپار زیس خینوال infekcijون خواهد. Есть больные коронавирусом, есть больные с острым респираторным заболеванием, и обращение тоже в поликлинику есть, вызова тоже есть, ездим. На сегодняшний день 4 коронавируса по Знаурскому и 8 контактных, остальные, многие уже сняты с учета. هنانیزیان را قرناد مینیسترات ناور رایون رنچن دونی فتون کنه دست سیستمت اما سرجتن بنات فاداتیز کووید-19 را برای کنن نسانن دست اسکننن آرسترسد اخصای دستی فلدر. Делают тесты, и эти тесты перевозим потом в Цхинвал, и там уже делают анализ. Некоторых больных в легкой степени, которые лечим на дому, а более тяжелых переводим и укладывают в инфекционную больницу. Едем, оказываем помощь, приезжаем, потом проводим в машине дезинфекцию. یخی والدای وزارتی فخات اولفن زنکمه و آفتمای تفت کمان اسخیزه و دون تا اروست در سوانت ریسپوبلیکو بیرا پروفیلون سینتر کامپیوترون داماگرافی ما بیلاتاو بیمارا زرتا رایون سرجت سفزرگه و ورمه برنون خواست که افدیسنس دارنس ماسکتا اخست کننس خمتا جا داستیناد نورمتا. В магазинах тоже сейчас зайдешь, в масках они, в перчатках работают, дезинфицирующие средства имеют, руки обрабатывают, двери, ручки обрабатывают. Я видела, в райисполкоме тоже так делают. Видела, так что стараются как-то соблюдать. ایمی یاگیسیس که از نور رایون اپیدمیولوگون و ورنر ماوستابیلون تاغد خوزستان سمچی بازوره و دوم در رستگل باخت سوینز. کوکویت آنژلا گاستیتارسین ایرینا گوگینه و اینفارماسون را وقت آبون. Abxaz و رسی قاقن administrat severta mobilun hospital. Basate kutuj infekcion ama sanitarun epidemiologun xayatta aftama reanimacji ama PCR laboratorium. Hospital kusener artikakbun. Uyta xeynam Abxaz Respublika teleminat ararvesta basate gund reportaj. Буквально с минуты на минуту сюда, на территорию пансионата «Айтар», заедет скорая помощь с первыми пациентами COVID-19. Российские военные медики уже ожидают их. На момент съема в госпиталь поступили 2 пациента из Сухумской инфекционной больницы. До конца дня медики планируют принять еще 3 из других медучреждений республики. Все больные сначала попадают в приемное отделение, расположенное в одной из медицинских палаток. Здесь мы проводим первоначальный его осмотр. То есть проверяем, измеряем артериальное давление, проводится пульсоксиметрия, насыщение крови кислородом у пациентов. Для этого есть необходимое оборудование. После того, как мы приняли, заводится у нас история болезни на пациента, и он распределяется в госпитальное или в инфекционное отделение, в дальнейшем он будет определен. Если больные поступают в тяжелом состоянии, то они, минуя нас, поступают сразу в реанимационное отделение. Госпитальное инфекционное отделение расположено в корпусах пансионата, переоборудованных под палаты. Всего мобильный госпиталь рассчитан на 100 больных. Однако, как говорят медики, в случае необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. В ковид-центре также есть лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. Производим лабораторные исследования на ПЦР, анализы клинические, анализ крови, химический анализ крови и общий анализ мочи.
течение какого времени человек может узнать результаты ПЦР-диагностики? На следующий день будет результат уже известен. Госпиталь также укомплектован медикаментами, аппаратами ИВЛ и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов. Компьютерного томографа здесь нет. Снимки легких будут делать на цифровых рентгенаппаратах. Больные поступают сюда исключительно из учреждения. В данном случае мы говорим об инфекционной больнице. То есть этап поступления идет через согласование и скорую помощь, да, при взаимодействии главврача того учреждения, откуда будет госпитализироваться сюда пациент. Если мы говорим о каких конкретно пациентах, да, то есть подтвержденные они или не подтвержденные, среди всех это будут, конечно же, и подтвержденные, состояние которых ухудшается, да, и помимо того, которые еще не подтверждены, но клиническая картина крайне схожая с COVID-19, то есть они подходят под COVID. Клиническую картину, в связи с этим их будут доставлять сюда, они здесь на базе будут уже обследоваться, им будут проводить ПЦР-диагностику, после чего будут получать дальнейшее лечение здесь на территории, соответственно, госпиталя. Основной массой проблем мы уже столкнулись и порешали их, то есть остаются какие-то там некие вопросы, которые в ходе работы мы, соответственно, устраним и будет работать госпиталь в полном объеме. Приехавшие в Абхазию российские военные медики имеют опыт работы в таких условиях. В частности, они помогали больным в Дагестане. Развертывание в республике многопрофильного мобильного госпиталя – большая помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сюда в первоочередном порядке будут доставлять пациентов скорой помощи Сухума и близлежащих районов. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Cegat híresztőnek koronavírusznak privívketeszkodtui aft adimagen, mely rozmeszem erlasztői COVID-19 gvaresztiak vakcina, Sputnik V. Privívketekenenc zavcsike fıtsak poliklinike. Fıtsak injekci arest kemenerset, odunay sejüet cegat híresztőne patszakhadon Medicinun Академии аспирант Давид Мазур. По поводу побочных эффектов у себя могу отметить, что ночью поднялась температура, 38,2 была, но к вечеру следующего дня, даже без приема каких-либо препаратов, она сама опустилась. И с тех пор я ощущаю себя прекрасно. По истечении 21 суток я буду делать второй компонент. Потом буду ожидать выработку антител. С самого начала пандемии во всем мире я точно решил, что буду делать себе прививку, потому что не могу подвергать опасности свою семью и коллег, с которыми я работаю. آخر مدستنا بون خبرته. نرادو فیلم بالمیفیره.